بسم الله الرحمن الرحيم. Задается вопрос. Ассаляму алейкум. Знакомая русская хочет принять ислам, но у нее татуировки. Их после или до принятия ислама нужно будет выводить. Алейкум ассаляму рахматуллахи ва баракатух. Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи, ва ман валях, амма ба'д. Принятие ислама неверующим человеком – это одно из самых больших благ, которого может достигнуть человек. И это возвращение к его естеству. Принятие ислама является легким делом, которое не нуждается в каких-либо официальных церемониях. Поэтому человек, который желает принять ислам, должен спешить к этому. Спешить к этому, несмотря ни на что. И как сказал Всевышний Аллах в Коране, «Васари'у иля магфиратим ми раббикум ва джаннах, ардуха ас-самавату валь ард, уиддат лиль муттакин». Спешите к прощению вашего Господа, то есть спешите к исламу и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных. И первое, что должен сделать человек, чтобы принять ислам, это засвидетельствовать, что нет достойного поклонения Бога, кроме Аллаха Азза ва Джаль, и что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его посланник и пророк, который был ниспослан в качестве милости для всех миров. И после этого он должен стремиться к изучению к тому, что вытекает из этих двух свидетельств, то есть к тому, что является обязательным для мусульманина. Что касается татуировок, то, как известно, в исламе татуировки являются большим грехом. Как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, Всевышний Аллах проклял того, кто делает татуировки, и того, кто просит их, чтобы ему сделали. Но так как эти татуировки были сделаны до принятия ислама, то не будет на ней греха. И она может удалить их после того, как примет ислам, то есть таким путем, чтобы не навредить самой себе. Ва саллаллаху ва саллям аля набийина Мухаммад, вальхамдулиллахи раббил аламин.